Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. На страже от необоснованного завышения тарифов Государственный комитет по ценовой политике республики отмечает свой 55-летний юбилей. Не только сладости, но и помощь по хозяйству Лига отцов Якутии совершает добрые дела в период новогодних праздников. Имя, которое стало драгоценным. Алроса присвоила название Кындыкан одному из самых крупных алмазов. В начале выпуска об эпидобстановке в Якутии. На 29 декабря в республике выявлено 105 новых случаев коронавирусной инфекции. Так, в столице региона зафиксировано 29 случаев, по 12 заболевших в Сунтарском и Нерюнгринском районах, 8 в Верхоянском. Еще в 15 районах республики выявлено от 1 до 7 случаев заражения COVID-19. Тем временем министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что специалисты Роспотребнадзора и федеральных учреждений отработали в Южноафриканской республике вопросы оказания медицинской помощи пациентам с новым штаммом коронавируса омикрон. Кроме того, Мурашко сообщил, что снижение числа активных случаев заболеваемости позволило вернуть 11 тысяч коек для оказания медицинской помощи неинфекционным больным. В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что во время новогодних праздников система здравоохранения по-прежнему будет находиться в состоянии повышенной готовности. Группа специалистов вернулась из ЮАР, полностью отработав совместно с Роспотребнадзором, специалистами федеральных учреждений вопросы оказания медицинской помощи с новым штаммом коронавируса. Полностью изучили вопросы клиники течения и в том числе провели необходимые лабораторные исследования уже с новым штаммом омикрон. Поэтому технологии по диагностике, лечению и ведению пациентов полностью отработаны на сегодняшний день. Правительство продлило на 2022 год доплаты медикам за борьбу с ковидом. За работу во время новогодних праздников по решению президента медицинские и социальные работники получат такие выплаты в двойном размере. Средства получат врачи, средний и младший медперсонал, водители машин скорой помощи, а также сотрудники стационарных социальных организаций. Отметим, что Кабинет министров выделит на эти цели 128,5 миллиардов рублей. Торгово-логистические центры откроют во всех арктических районах Якутии до конца 2024 года, благодаря в том числе внедрению цифрового двойника северного завоза. По словам Айсена Николаева, такая реализация даст возможность сократить транспортные затраты на северный завоз в Якутии в среднем в 2 раза. Позволит оперативно управлять логистическими цепочками поставок социально значимых товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории, а также принесет значимые экономические и социальные эффекты и будет способствовать повышению качества жизни северян. Прямо с утра прошло торжественное собрание, посвященное 55-летию со дня образования органов ценообразования республики. Более чем полвека назад, 1 октября в 1966 году, в Госплане Совета министров якутской автономии был создан отдел ценообразования, который явился началом развития органов. Вот уже 55 лет Государственный комитет по ценовой политике республики стоит на страже интересов граждан от необоснованного завышения тарифов. Сегодня в честь торжества руководство республики вручило работникам данной организации государственные и правительственные награды и благодарственные письма. Все работники органов ценообразования на всех этапах становления и развития этой системы Якутии всегда были люди активными, стремящимися к новым знаниям, оптимистичными и добросовестными людьми и отличными специалистами. Эти же слова я могу отнести каждому из вас, потому что Государственный комитет по ценовой политике Якутии является авторитетным и значимым органом исполнительной власти. Сладкие конфеты, шоколад и разнообразные лакомства. В канун Нового года сестры и братья Бережневы получили праздничные подарки. Детям из многодетной семьи такую радость подарила Республиканская лига отцов. Такая акция – одна из добрых традиций общественников. Так, на днях они вручили более 200 подарков. Это не только сладкие или игрушки. Некоторым семьям приносят наборы продуктов или просто помогают по хозяйству. А многодетная мать Светлана Имыкова воспитывает 5 детей. Из них 2 старших учатся в 35-й школе, 2 ребенка ходят в детский сад, и за 2 малышами ухаживает их мать. Сейчас большая дружная семья живет в арендованной квартире, и они мечтают обрести свой собственный дом.
У нас радость, мы сегодня получили очень хорошие подарки. Спасибо хочу вам сказать и поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам в Новом году еще больше удач, здоровья, счастья и благополучия. Радость матери – это, конечно, мои дети, их успехи, их улыбки, то, что когда они улыбаются, я улыбаюсь. Потерявшаяся на несколько дней в 4 года в тайге, девочка стала балериной. Карине Чикитовой, которая в 3 года и 8 месяцев заблудилась и 12 дней провела в лесу, недавно исполнилось 12 лет. Она переехала в Якутск, поступила в балетную школу и теперь мечтает о Москве. Подробности расскажет Анастасия Дмитриева. В 2014 году Карина Чикитова, которой тогда было 3 года и 8 месяцев, ушла из дома за отцом, который приехал ее навестить в село Алом в Якутии, и заблудилась в бескрайних сибирских лесах. За девочкой увязалась собака Найда. Комары, сырость, холод ночью и жара днем. Девочке удалось выжить в суровых условиях в течение 12 дней. Она грелась в лесу, обнимая щенка, пила воду из рек и ела ягоды. Карина потеряла треть своего веса, пережила колоссальный стресс, но не сломалась. Собака, которая вернулась в деревню на 9-й день после исчезновения, в конце концов и помогла спасателям разыскать ребенка. 26 декабря Карине исполнилось 12 лет. Она живет в Якутске и учится в балетной школе, надеясь выйти на большую сцену. Сложно это вот. На пуантах стоять больно, держать руки, тянуть ноги. Мечтаю станцевать в Большом театре в роли Жизель. В декабре 2015 года перед аэропортом Якутска была установлена бронзовая скульптура девочки и собаки. Карина и сегодня привлекает к себе много внимания, так как люди узнают ее, говорит воспитатель Альбина Черепанова. К нам подходит очень много людей и говорят: давайте мы сфотографируемся с вами, давайте мы с вами поговорим, да. И Карина каждый раз думает: ну что такое, почему ко мне? Угу. И я должна была ее научить, как к этому относиться. И я ей говорю: вот почему к тебе подходят люди? Она говорит: я не знаю, я не понимаю. А я говорю: вот ты была маленькой, ты попала вот в трудную ситуацию, и ты осталась вот сильной и мудрой. Мудрой. Поэтому все хотят мамы, чтобы такие дети такие были. По словам педагога, сегодня Карина совсем другая девочка, быстро развивается во всех направлениях. Если раньше стеснялась что-то попросить, все время пряталась, то сейчас стала открытой, общительной и любознательной. Алроса присвоила название Кындыкан одному из самых крупных алмазов. Драгоценный камень желто-коричневого цвета массой почти в 92 карата был добыт в этом году в Оленёкском районе. Компания впервые объявила о поддержке проекта Кындыкан в сентябре этого года. Это стало очередным шагом компании в стремлении к сохранению исторических ценностей коренных малочисленных народов Севера. Кындыкан – героиня эвенского фольклора, маленькая девочка, которую 200 лет назад чудом нашли живой якутские охотники вблизи Верхоянских гор в родовом стойбище, все остальные жители которого умерли от оспы. Она стала символом стойкости, силы духа, самобытной ценности коренных малочисленных народов Севера. И эта история вдохновила на создание одноименного проекта, цель которого – привлечь внимание мировой общественности к проблеме сохранения традиций и культуры малочисленных народов. Он должен быть в любом случае некой такой формой, не только, которая представляет там вот эвенский народ, да, но представляет как бренд представителей всех коренных малочисленных народов. На первом этапе, как республики, да, но в будущем, я надеюсь, что мы сможем говорить это как о глобальном бренде коренных малочисленных народов Российской Федерации. Каждое такое большое событие, то есть наименование алмазов и так далее, это достаточно известный, узнаваемый бренд. И я надеюсь, что это также привлечет дополнительное внимание к данному проекту. Ну а в Спасском сквере Алекминска установлена снежная фигура тигрицы с тигренком. Она ласко облизывает своего малыша, так как 22-й год объявлен в нашей республике годом матери. Подробности далее. К Новому году город Алекминск похорошил, улицы засверкали огоньками. Зима припорошила деревья пушистым снежком. Тут и там расположились будущие хозяева наступающего года – полосатые красавцы-тигры. У каждой фигуры своя история, свой мастер. Один из них – Василий Грязнухин. Фигурами из снега занимается с 2013 года. Ну, заказчик, например, заказывает мне картинку. Я смотрю,
глаза боятся, конечно, а руки делают. Ну вот выходит, как бы, сама выходит, короче. Все-таки вот само выражение мордяшек, я вот сомневаюсь, что он будет картинку, где есть выражение мордяшек у животных. Меня просто поразило, что действительно там он грозный, а у фотографии он вообще другой. То есть это тигр, наверное, ребенок какой-то, что ли. Вот это как? Не могу сказать, просто заказчик дает картинку такого, ну, немножко от себя добавляю. То есть вот режет, и она начинает улыбаться? Нет, ну, например, дали мне картинку, ну, как бы, Грозного, вот, например, здание Диаманта. Ну, сделал доброе лицо. Как-то так. Традиционно в городе объявлен конкурс на украшение территорий. В этом году для мастеров выделили целый сквер. Ежегодно проводится конкурс на лучшую прилегающую территорию. То есть это либо снежно-ледовая фигура, либо освещение праздничное. Также первый год у нас конкурс на лучшую новогоднюю фигуру. Конкурс называется «Новогодняя фантазия». Проводится данный конкурс на территории нашего нового Спасского сквера. То есть все участники строят свои либо ледовые, либо снежные фигуры на данном сквере. У Николая Миронова тигруля озорной наверняка будет любимцем малышей. У него фигуры из снега и льда. Первый опыт. Это символ года, ну, я решил для детишек сделать. По-моему, для детей это будет ближе. Диснеевский персонаж. Мне показалось, что это будет им ближе, они все будут узнавать. Мельница, она крутится? Да. То есть Ждем ветра. То есть она вообще должна крутиться? Должна. В сквере Василий сумел отразить не просто символ года, но и идею наступающего года – Год матери. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами. Далее предлагаем